Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 1 декабря. 1 декабря у нас четверг. Мы смотрим с вами все знаки зодиака по очереди, но смотрим мы с вами в двух частях. Первая часть — это знаки от Овнов до Дева, вторая часть — от Весов до Рыбок. Сначала смотрим, что у Овнов. 1 декабря, четверг. События для Овнов покажите мне. Смотрим. Луна. Луна указывает на события будущего. Второй ряд — это через 20 дней. То есть 21 декабря произойдет какое-то событие. Какая-то перемена еще может быть в вашей жизни. Ожидание. Ожидание — это в этот день, в четверг. Можете кого-то ждать или чего-то. Парашют. Парашют говорит: действуй, рискуй. Да, то есть не сиди, не жди у моря погоды. Да, то есть нужно действовать, а не сидеть. Слезы еще выпадают. Возможно, из-за того, что вы будете ждать, упустите какую-то возможность, да, шансы. Потом вот расстроитесь. Бокал нельзя. Сердце со стрелой. Угу. Это подсказочка. Сердце со стрелой показывает, что вас может кто-то обидеть в этот день. Да, то есть, ну, либо словом, либо действием. Поэтому и слезы. Знак вопроса. Ну, это вот эта ситуация, она потом будет крутиться у вас в голове. Прокручивать будете. Так, значит, получается, смотрите. Одно событие указывает на будущее, на 21 января. Ну, плюс-минус, там может быть не прям 21, а плюс-минус несколько дней. Дальше ожидание в этот день, риск, нужно не бояться действовать, рисковать, слезы, кто-то обидит. И да, вот эта обида, она может крутиться в голове, вы будете об этом думать в разговоре. Да, вот, а если бы я сказала то, да, было бы вот так, то есть, ну, уже знаете, что было, то прошло. Нет смысла, да, тратить на это свое время, да, и свои силы, нагнетать, да, еще больше. Так что, Овны, вот такая информация для вас на четверг. Благодарю за внимание, и перехожу я дальше к Тельцам. Тельцы, 1 декабря. Парашют. Парашют говорит: рискуйте, действуйте, не сидите на месте. Дорога. Возможно, если куда-то надо ехать, да, говорит, едьте. Может быть, еще полет, да, то есть дорога и парашют — это, ну, перелет. Орел, представитель закона власти, да, то есть это может быть человек в форме. Костер, вы будете испытывать очень сильные эмоции в этот день. Какие? Ну, могут быть разные. Весы нельзя.
Змея. Змея может показывать человека, которого нужно опасаться, но змея может и просто показывать человека, да, который, например, там по году рождения змея как-то связан с медициной, то есть это не всегда опасный человек. Поэтому тут сложно сказать. И еще лестница есть, успехи в делах. Конверт, получение. Кровать, интимная связь. Ну и тут нет. Значит, смотрите, парашют, рискуйте, поездка, сильные эмоции, общение с человеком в форме, получение, успехи в работе, в делах, интимная связь и общение с человеком-змеей. Ну, вот такие события для вас на четверг. Тельцы. Благодарю за внимание. Я перехожу к близнецам. Первое декабря, четверг. События дня. Тучка показывает, что произойдет какое-то неприятное событие, неожиданно для вас. То есть что-то нарушит ваши планы. Ну, смотрите, тут же выпадает радуга. Да, то есть тучка уходит, да, выходит радуга и солнышко. Да, то есть настроение улучшается. То есть я думаю, что вы с этой ситуацией разберетесь очень быстро. С этой маленькой неприятностью. Корона, успехи в работе, в делах. Череп, плохое самочувствие, усталость. Лестница. Подъем, успехи, да, вот смотрите, корона показывает, да, то есть поднялись, да, поднялись вверх, получили корону. То есть это может быть повышение, улучшение, какие-то достижения. Но, возможно, это, конечно, выжмет вас, да, то есть череп показывает, нет сил, выжаты будете как лимон. Угу. Так, получается, с утра произойдет какая-то неприятность, но она будет, да, вот мелкая и недолгая, да, потому что показывает, выходит радуга, и у вас прям такое классное, веселое настроение. Дальше в работе будут достижения, да, то есть много действий, активности, да, которые приведут к результатам, успеху. Но, конечно, да, вот вы потратите на это много сил и энергии, то есть будет усталость. Ну, вот такая информация для вас. На четверг. Благодарю за внимание. Я перехожу к ракам. Первое декабря. События для раков.
Надежда, подсвечник. На что-то надеетесь. Дама червовая, поддержка близкой женщины. Любовь. Еще мог бокальчик получиться, но я первое сердце увидела. Если вы увидели бокал, тогда у вас проиграется бокал, сердце уже нельзя. Бокал — это застолье. Король червовый. Помощь, поддержка мужчины. То есть тут женщина будет помогать, и мужчина какой-то тоже будет поддерживать. Финансовые поступления. То есть король может показать, например, чек, который вам, да, выплачивает, выдает деньги, не знаю, переводит деньги. То есть они могут быть связаны, эти два события. Удача. Подкова. Здесь по периметру я не вижу. Получается, вы на что-то будете надеяться, у вас все хорошо будет в личной жизни. Если нет ее, то может быть знакомство в этот день. Дальше, смотрите, будет общение с близкой женщиной. Ну, это обычно там мама, бабушка, сестра, жена для мужчин может быть. Дальше будет крупное поступление. И, скорее всего, это как-то с мужчиной будет связано. То есть мужчина будет переводить или давать, выдавать. Удача и успех. Так что у вас здесь, смотрите, одно событие лучше другого. В четверг показывает. Благодарю за внимание. Раки. И я перехожу к львам. Львы. 1 декабря. События для левушек смотрим. Сразу же хорошие новости у вас. В четверг буду с утра, прям, может быть, даже. Можно даже сказать радостные, не просто хорошие, а прям будут радостными. Слезы. Это, кстати, могут быть и слезы радости. Сейчас посмотрим, если негативных событий не будет, то точно радости. Пингвин. Упущенная возможность. Из-за того, что долго думали, долго выбирали, в итоге ничего не получили. Может быть, кстати, вот это и расстроит. Колокольчик. Пустые разговоры. Подкова. Удача. Будильник предупреждает о том, что могут быть проблемы со временем в этот день. Но опять же, да, рядышком удача показывает, что, да, вот даже если какие-то проблемы будут, вы все-таки как-то выкрутитесь. Преграды нельзя. Смотрим, здесь нет, здесь нет. Луна есть. Луна у нас указывает на будущее. Да, то есть через 10 дней, это получается 11, приблизительно плюс-минус там несколько дней, у вас может произойти какое-то событие в жизни, может быть перемена. Да, то есть это Луна предупреждает, что ждите.
Так, значит, смотрим. В этот день у вас будут хорошие новости, у вас будут пустые разговоры, удача, да, это вот плюсы, минусы, упущенные возможности, разочарования и какая-то проблемка со временем может быть. Ну и плюс одно событие указывает на 10 числа декабря, что пора уже к чему-то готовиться. Благодарю за внимание, львы, и я перехожу дальше к девам. Девы, 1 декабря, четверг. Череп. Череп у нас показывает какую-то усталость, да, то есть показывает истощение, знаете, когда вот нет сил. Видите, событий больше нет. Нет сил у вас на какие-то действия, на активность. Возможно, вам надо отдохнуть в четверг. Ножницы. Ну, может решиться какой-то вопрос в этот день. Якорь. Угу. Якорь показывает, что вы прям вот с утра где-то, знаете, как бросите якорь, как корабль, да, то есть якорь бросили, и весь день на этом якоре где-то, да, стоите. Ну, не знаю, то ли это дом, может быть, да, то есть прям вот весь день, вообще никакого движения. Либо это может быть работа, да, приехали, остановились и ничего не делаем. Да, и больше нет, 3 события только. Якорь, да, показывает усталость какую-то, еще вот есть надежда. Подсвечник. Ничего не делаем, только надеемся, потому что нет сил что-то делать. Ну и, возможно, вот вечером, ближе, да, вот уже к концу дня может решиться какой-то вопрос. Но я думаю, что тут даже без вашего участия, скорее всего. Потому что у вас здесь, да, одни надежды на этот день. Ну, вот такая информация, девы, на четверг. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку на вторую часть я для вас оставляю под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами встретимся во второй части.